хотелось бы, вот вы все-таки по-другому смотрите, вот здесь, может быть, коротко для молодежи, вот как вы видите на Москве сохранение этого татарского языка, сохранение традиций, сохранение культуры, да? Что бы я хотел вам сказать? Ну, по происхождению, значит, я из рода Шахабуддина Марджани и Мухаммеджана Каримова. Знаете, где такие книгоиздатели, это мой прадедушка. Вот, отец тоже был человек известный, Гагарина запускал в космос, был военным инженером сначала, авиационным. Жили мы в Звездном городке, в одном доме с Юрием Гагариным, так что я всего десятку или двадцатку первых космонавтов лично знал, даже до последних дней с многими с ними общался. Очень были простые люди, настоящие советские люди. Ну, тогда уж раз мне предоставилась возможность говорить о проблеме татарского языка, я что хотел бы сказать. Прежде всего, язык должен развиваться, возникать в семье. Все правильно говорят. Если в семье не говорят на языке, ну это за редким исключением, люди, которые просто интересуются языками, они это изучат, как крестьяне. У меня тоже вчера был друг из Панамы, который тоже владел языками, 5 по происхождению: анголец, португальский, испанский, русский, учился здесь, английский самостоятельно изучил. Вот. Ну, что я хочу сказать. Я также, хотя родился в Казани, все корни в Казани, но всю свою жизнь, сознательную и бессознательную, прожил в Москве, в Подмосковье. Языку меня учили родители, но прежде всего бабушки. Это очень важно. Бабушки, дедушки, если живы, они, конечно, являются носителями языка. До 3 лет по-русски не говорил. Русский, как бы, ну, видите, у меня проблем нет с русским языком. Также мы воспитывали свою дочь, которая тоже практически родилась, традиционно ее воспроизвели в Казани, но жила она все время в Москве. До 5 лет мы с ней тоже старались говорить только по-татарски. Она тоже не хуже нас говорит. Ну, к сожалению, школу я не заканчивал на татарском языке, поэтому читать могу, но писать, наверное, не очень грамотно у меня получится. Хотя в детстве умел писать по-арабски. За 2 недели выучил. Мне бабушка захотела, чтобы был такой. Значит, знание языков – это показатель культуры. Не то, что вы там являетесь представителями какой-то конкретной титульной нации, а татары – это титульная нация, государство образующее. Благодаря татарам Россия состоялась как Россия, потому что она была объединена из разрозненных княжеств. Внесены элементы государственности, закрыта была граница западная, и сейчас вот те же самые процессы происходят. Это, в общем-то, как бы по заветам Чингисхана, который владел всей этой территорией громадной, которая была сначала империей Чингисхана, Золотой Ордой, Россией, Советским Союзом. Вот сейчас Россия, может быть, что-то будет больше, не дай бог, чтобы она еще развалилась. Поэтому мы являемся цементирующим началом вот этого великого народа, потому что русские татары, они, ну, я бы сказал, это наиболее близко сросшиеся два народа. То есть генетически, по крови, потому что в русских очень много татарской крови, хотя и тех, и других 70% угрофинской, если по генетике говорить. Ну, мы поглощали народ, но сохраняли культуру. Основная черта и татар, которая перешла и к русским, это большая веротерпимость и национальная толерантность, потому что все народы, которые сохранились вокруг нас, они были бесписьменные. Это финно-угорские, мордва, удмурты, чуваши, ну, чуваши-тюрки, марийцы, они дожили до наших дней и существуют. И до сих пор татары продолжают их поддерживать, потому что самая лучшая, скажем, удмуртская школа в России, она в Татарстане, в Курманском районе. Поэтому это тоже очень важно. Это показатель культуры. Но мне приходилось быть на мероприятиях, организованных Еврокомиссией. Вот я присутствовал на одной конференции большой. Модератор ведет, ну, один из комиссаров Еврокомиссии ведет мероприятие. Задается ему вопрос на одном из языков европейских, на французском. Он ему отвечает на французском. Сам финн по национальности. На итальянском отвечает на итальянском, на английском, на немецком, на немецком. И это культура. Народы там сохранились, у них почему-то этой проблемы нет. Поэтому я считаю, что это, наверное, не совсем проблема, то, что мы стесняемся языка, или, как говорится, у нас негде общаться. Это язык, в общем-то, культуры, и должен быть показателем культуры, и мы должны, в общем-то, этим гордиться и поддерживать это. Но это, конечно, не просто так, если, так сказать, условия такие изолированные, это будет очень непросто. Что хочу сказать. Знание татарского языка – это великое богатство, потому что татарский язык на протяжении всей такой многовековой истории и Золотой Орды, и России, это был язык межнационального общения. И все говорили на одном из диалектов, в старо-татарском языке Турки, там чагатайский диалект.
все говорили на одном языке, по крайней мере, государственные дела, переписка, все велось на этом языке. И в России все эти народы, тюркские и не только тюркские, мусульманские народы величались татарами. И северокавказские, и среднеазиатские, и поволжские. Более того, все эти кавказские народы, они, наверное, вот так же, как современные татары, больше знали татарский язык, чем свой там аварский, чеченский, еще какой-то. Говорили на кумыкском или на карачаевском, но это диалект татарского. Все гимназии в приграничных районах, это Оренбургская губерния, другие, помимо 4 языков, я просто говорю о языкознании, тогда изучались в гимназии французский, немецкий, латынь, древнегреческий. Их знали в совершенстве, потому что мой дед закончил гимназию, Симбирскую, где учился Ленин, и где отец Керенского был директором гимназии. Так вот он, в 30-е годы он был репрессирован, когда он оказался в Средней Азии, он преподавал, сначала не работал не как инженер, он учился в политехе в Петербурге. С Мулануром Вахитовым, кстати, в одной комнате жил. Он преподавал французский и немецкий язык. Потому что язык тогда знали. А в этих гимназиях приграничных, я просто говорю о гимназиях, тогда изучали еще и татарский язык. Потому что как язык межнационального общения. Шла колонизация Туркестана, и татары, в общем-то, были проводниками вот всей этой имперской политики в Центральную Азию и на Кавказе. Ну, что бы еще хотелось сказать о... Татары были наиболее грамотные. Татары были образованные, действительно, вся религия была и религиозная, и философская наука была у татар. И вы прекрасно знаете, вот что вот этого такого дикого фанатизма, вот то, что там закрывали лица, там и женщин как-то изолировали в старой религии, которая еще была от 7-8 века, этого не было. Все ходили с открытыми лицами. Это уже появился ваххабизм. Самые цивилизованные мусульмане это татары. После Лоуренса Аравийского, который, в общем-то, был разрушителем Османской империи, от турко-арабов, и вот эти дикие бедуины, они, так сказать, сформировали свое новое течение. И это все эти проблемы, как говорится, начались. Что бы я еще хотел сказать о языке татарском? Мы говорим, вот что мы не говорим на татарском языке, да, много там слабо знают. Ну, не хватает таких возможностей, но надо начать с самого такого основного, который в глаза бросается. И сейчас все проповеди в мечетях ведутся на русском языке татарами. Это наши мечети. В европейской части России все мечети татарские, я не говорю в Кавказе, поэтому проповеди должны вестись на татарском языке. Все тюркоязычные, киргизы, узбеки, казахи, тюрки с Северного Кавказа, они элементарно это все поймут. А то, что там какие-то ваххабиты, арабы, там, афганцы, это не наши люди, это пришлые, пусть учат язык той страны. Я считаю, это будет правильно. Ну, к сожалению, вот я вот и с Равилем Хазратом говорил, и с другими. Как-то они говорят, что у нас мы должны, так сказать, все должны понимать, это наши мечети, и мы должны говорить на своем языке. Так, значит, что я хочу сказать о татарском языке? Он межнациональный, но это помогает нам общаться с многим народом. Если вы хорошо знаете татарский язык, вы без всяких проблем поймете еще 25 языков. Ну, немножко потренируйтесь, будете довольно свободно общаться. Вот мне, например, чтобы изучить турецкий язык, я его специально не изучал, просто во время поездок. Ну, у меня тетушка была тоже, она мне расписала грамматику на 8 страницах. Когда я летел в Стамбул, я просто потом понял, как строится язык. Она, правда, была в разведке, работала 60 лет. Ну, я это все дело изучил. Поэтому это тоже очень, так сказать, помогает. И когда вы говорите с этими людьми, пусть он простой человек, гастарбайтер, гардеробщик, собирается на улице, но когда ты на его родном языке к нему обращаешься, ты поднимаешь его, так сказать, дух, настроение, это этим людям приятно. Когда ты в эту страну приезжаешь, говоришь на том языке, пусть это даже не тюркский, в той стране, там, то ли Испания, Франция, стараешься говорить, совершенно другое отношение. Еще раз хочу обратить вот ваше внимание, что вот именно сейчас идет, конечно, процесс глобализации, живем мы в таком сложном мире, конечно, у нас компьютеры, даже многие молодежь перестает писать, читать. Самый сильный удар, я считаю, сейчас вот в нашей стране происходит из-за того, именно по татарскому языку, ну и вообще по всему такому цивилизационному и культурному развитию, то, что происходит сильнейший разрыв поколений.
к сожалению, даже, ну я не говорю уже об очень старых, даже люди, так сказать, уже подходящие к определенному возрасту, предпенсионные, или, так сказать, молодые пенсионеры, или даже люди, кому 50 лет, 45, они оторваны от тех, кому 20 или даже 30. Это разные люди. Этого происходить не должно. Иначе получится, что сформируется не просто два вида человека, два биологических вида. А чтобы язык сохранялся, должна быть преемственность. Вот это вот такая вот большая проблема. Сейчас даже молодежь и пропагандируется во всем мире, они уже, так сказать, особенно не учат их писать, пользоваться ручкой, а все, так сказать, работать на клавиатуре. Но это вот такой уровень грамотности. Уровень грамотности, он определяет дисциплину языка. Значит, это идет потеря языка. Ну, поэтому я призываю вас, потому что никто вас не заставит, как песня, никто, ни царь, ни бог и ни герой, никто не даст нам избавления. Поэтому, если вы сами того не пожелаете, если вы через себя это не пропустите, вы язык знать не будете. То есть это, никто не заставит, как бы мы ни пытались. Чего не хватает нашему татарскому народу? Книги какие-то печатают, я бы сказал, 95% сейчас читать не умеют. Где-то 80% еле-еле владеют языком. Это так. Не обижайтесь, это на самом деле так. А вот если бы у нас появилось кино, серьезное кино, если бы у нас появилось историческое кино, а у нас история богатейшая, это история, начиная с гуннов, с Атилы, который полмира покорил, с Чингисхана и далее, Золотая Орда, это было бы очень интересно, потому что даже китайцы поставили фильм о Чингисхане, 38 серий, играют этнические монголы, внутренние монголы, великолепный фильм. И нам надо тоже такие фильмы делать. Делать передачи, конечно, фольклор показывать. Потому что так просто какие-то там, легкие какие-то шлягеры там, попсу какой-нибудь, это не культура. Надо все развивать, так сказать, системно, масштабно. Еще раз говорю, это высокая культура, высокая дисциплина. Мы должны к этому стремиться. Когда мы станем выше, мы это все прекрасно поймем, и я думаю, проблемы сами собой решатся. Потому что есть многоязычные страны и в Европе, и в Латинской Америке, там даже индейские языки сохраняются в Перу, Боливии, Мексике. То есть перспективы есть. Biz bu Tatarstanның ситуациясын бик борчылып, карап, кызыксынып тордык. Бу булды безнең өчен менә бер атлам артка булса, штабка бу 5 атлам алга булырга тиеш во всех направлениях менә Мәскәүдә. Безнең Мәскәүдә татарлар алар икенчелек Казандагы кебек. Монда күп кеше татар телен семьяларда, ниләрдә әзрәк сөйләшә. Менә татарларда Казанда күбрәк акцент хәзер кирәк ясарга мәктәпләргә, частный татар мәктәпләрен ачарга кирәк. Күбрәк укытучылар белән сөйләшергә кирәк. Ә Мәскәүдә, менә безнең штаб татарлардан, без күбрәк хәзер акцент куябыз менә кешегә объяснить, сөйләргә, татар телен ярату өчен. Бит мәҗбүри кушып бер кешене булмай. Без тиеш татар телен аңлатырга, что ул борынгы заманадан татар теле. Без моннан соң күбрәк эш алып барырга тиеш, күбрәк сөйләшергә тиеш, күбрәк тырышырга тиек. Һәрбер кеше үз ара татарча сөйләшергә. Менә бик безгә тәэсир итте президентның әйтүе. Кемгә кирәк татар теле? Сезгә кирәк, безгә кирәк. Шуңар без күбрәк татарча гына сөйләшергә хәзер уйладык үз ара. Кем ничек булдыра? Менә без президент әйткәч, без хәзер күбрәк үзара татарча сөйләшә башладык. Без Мәскәүдә яшьләргә аңлатырга тиеш менә тарихны, матурлыкны, безнең фольклорны, бергә күбрәк җырларга тиеш, шигырьләр сөйләргә тиеш. Без уйлыйбыз, әнә сөте белән кермәсә, штаб сөте белән моны кертергә. Шуңар без ищуданлык тырышабыз. Монда күп безнең Мәскәү татарларында пессимистический настроениелар хәзер бар. Менә татар теле бетә, менә татар телен онытабыз, татар теле бер кешегә кирәкми. Безнең бик күп яшьләр, без бик оптимизм белән монда карайбыз. Шул ук әле безнең Рустем Нургалиевич безгә шулай установка, вектор биргәч, без татар телен бетмәячәк. Татар теле турында без тырышабыз, татар телен без саклайбыз, без киләсе буаннарга аны күчерәбез. Менә без Мәскәү татарлары нитәбез, борчылабыз, безнең культурабыз, сәнгатебез, безнең телебез югалганга. Чөнки бу
эмансипация önünde, tege zamanında, urbanizatsiya vakitinde biz dengizde bir nege kebek, bir otraq kebek turabız Tataristan'da hem bizim milletimiz turalgan bütün Rossiyaga. Kızgınça karşı hazır kübisi Tatar mektepleri yapıla. Kazan'da da, Sirgaç'ta da, Tümen'de de, şöyle hazır bizim in milletimizin burcu saklarga bizim tildi, bizim. Til bulmagaç millet bulmuyor. Net yazıka, net nasiy. Şuna göre nişik saklarga gaylede, nide simyada, bana nide Ufa gazetesinde, Kızıltang'da benim zorgana makalem şunun turunda nişik saklarga ben doğan tilini gaylegine saklayala. Начинается с пеленок дома, үйде. Şunda үйде сөйлесек татарша, olanlar bilen öğretsek, mene sizin iktibarga bir misal. Biz Tatar balaları bir şey öydük, Meskede öystek, lakin biz en iyiyiz. Urutlarına işlegeç, bizim ciğerdaydı. Kuhnyada eli Tatarşa. Barımızda Meskede turup, üsüp Tatarşa söyleyimiz, jırlıyız. Hem kabil imanımız İslam. Şuna etip gailede, bütün buruş gailede. Şuna etip dostlar birge katnaşıgız, üylenigiz, birge jiyişler işlesigiz, toylar birge işlesigiz, birleşigiz. Birdemlik bulsa biz milletini saklıyız. Çünkü bizim millette onun tarihi grunlar ne zamandan gelgen. Neler двуречьядан келген нелерінде. Древнейшая культура шумерской культуры. Анан гун культурасы, анан түрки культурасынан біздің тіліміз, тарихымыз бай, культурабыз биік. Міне үзгіз көсіз міне шул 25 ел демократияда неше біздің қазарыбыз үсте, небізді бұлғар шәһәрібіз үсте. Шынды бізде культурабыз болған 2000 ел әлік. Шулай айтып, достар, яш достар, тіліне сақлағыз ғайләді, бірләшігіз, ғұруларығыз милләтіміз білән, біздің бай милләт, культура милләті біздің. Менің туған ауылым Азеева, Рязанская область, Зырақ Тігіл Қасемдан. Біздің ауылда туған ауыл Табеев Игат Ахмеджанович, Салих Язин. Ну вот бізде бек зор татар ауылы еді. Дейді мен татарлар еді, тоқ татарлар. 8 мечет еді. Медресе еді. Менің әбием воспитывать етті. Ол рәтті мені, татар тіліне, дин, иман ол маған рәтті. Қатымда бірге оқыдық. Конечно, советская власть бізде татар тілінде. Біз енді Мәскеуде, мен тұрам, или здесь, қатыным орыс еді. Конечно, татарша сөйледім. Қазір вот, хотя можно, татар сөйлеймін, особенно бізде, вот, штатта. Вот. Конечно, ланарым будет татар сөйлеймін, бекніші. Біздің қазір ауылда дедімен татарлайды, қазір икедзіз болмас. Шылайгына қалды. То есть татар ауылдары да, исчезает с карты. Очень обидно. Біздің тіл, шуардан, конечно, бізге керек прикладывать все силы, чтобы возрождать язык, культуру возрождать, но не знаю, как это делать. Вот мы в селе открыли музей имени Табеева, конечно, сейчас приезжают даже со Средней Азии, каждый месяц мне звонят, я показываю, как экскурсантам. Конечно, это очаг культуры сейчас. И вот собирается народ, особенно бабушки, чай пьют, разговаривают на татарском. Молодежь приходит в музей, и вот это стал центром общения в селе.
было 7 мечетей, сейчас построили новую мечеть. Ну вот, последние 5-6 лет нет муллы, мечеть не работает. Стоит новый мечеть, памятник. 2 муллы были, оба убежали, потому что все зависит от главы. Главы экономически от председателя колхоза, главы села. Вот. Они русские, им не нужно мечети, поэтому даже заинтересованы, чтобы ислам не развивался. Вот. Ну, прямо сказать, что скажу, татарский народ какой-то запуганный сейчас и боится, что все. Не объединяется. Конечно, надо объединяться. Вот, вот такие вот мероприятия, как вот сегодня, штаб, это объединяет людей. Здесь мы общаемся, здесь вот знакомимся. Это вот очень большое дело делает Рустам Фаидович Ямалиев. Большое спасибо ему, который нас здесь объединяет нас. И мы получаем и духовно вот, тот кислород, который нам не хватает. Урыс тілінде да, татар тілінде да оқымасалар, то и біздің милләтті сойдет на нет. Вот мен бүгін провожу презентацию менің китабымның «Ликуй моя душа». Бұл бірінші менің китабым, но мұнда бик көп татар тіліне бар сөздер и в том числе нашим великим Мусе Джалилю, Габдулле Тукаю и другим. Вот қазір мен сізге оқимын орыс тілінде, мен орыс тілінде ғана язам. Но уже тәржіма иттілер бұл китабны татар тіліне, Анис Шаймарданов, бик әйбәт переводчик, уже ясады. И икенче китап була орыс тілінде и татар тілінде. Из-под тишка любуешься. Ишь ты, как ты сидишь, как ты глядишь, и как снопами сыплют искры, когда с улыбкою молчишь. Движения ладные, молодые, природа здесь резвилась слазь, и льются локоны золотые, волной божественной виясь. Но вдруг, ликуя, обратите внимание, ликуя и волнуясь, отринув я, отринув грусть, схвачу в охапку, зацелую и от восторга задохнусь. Это Анатолий Светлый, мы с ним знакомы, когда я прочитал, я говорю: Толя, ну ты даешь. И вот с тех пор я взял название книги для своей вот этой небольшой книжки. Что я хочу сказать? Во-первых, большую роль в том, что эта книжка вышла, конечно, я обязан Рустаму Фаизовичу Ямалееву. И вот я здесь написал: автор выражает сердечную благодарность от себя лично и от имени своих читателей меценату, подвижнику татарской культуры, другу Рустему Фаизовичу Ямалееву. Давайте похлопаем. Моя книга – это стихи, рассказы, публицистические статьи. Это мое, как говорят, оружие, в кавычках. И им я овладел после долгой военной службы. И, как сказал один великий поэт, с азартом в горячей крови, в бурях дней принимаю участие. Я написал здесь много и о Татарстане, о татарском народе, о татарском языке. Все вы примерно знаете, что Пушкин, Александр Сергеевич, подражал Корану. Габдулла Тукай подражал Пушкину. Муса Джалиль подражал Тукаю. А я в некоторых своих стихах подражаю
Мусе Джалиев и Габдулле Тукаев. И если вот у нас крестьян прочел первые строки татарского гимна нашего, и Тугантель, и Матуртель, Анкам нентеле, дуньяда куп нәрсе білдім, син Тугантель Анкала. И вот, подражая Тукаю, я написал такое стихотворение «Татарский язык». Я пишу только на русском языке, но уже почти вся книга у меня переведена и на татарский язык. И я думаю, что через полгода будет книга на русском и татарском языке. Вот эта книга будет переведена и выпущена. Родной язык мой так чудесен, влюблен в тебя я с малых лет. Я с колыбели полон песен, ведь мама пела их чуть свет. Родной язык и мать единый, и днем и ночью вместе мы. Былого древние картины всплывают звуками из тьмы. И память доблестных столетий, и свет побед, он не потух. Пусть сохраняют наши дети его величественный дух. Спасибо вам. Менә безнең бүген шундый тәкъдим, менә татар теле штаб кына түгел, монда гына түгел аралашырга. Штабтан чыккач та, үзара телефоннан сөйләшеп, үзара СМС җибәреп, алар бу татар телен семьяларына алып килеп, семьяларның кешеләре белән тоже шулай сөйләшеп, үзенең дуслары белән сөйләшеп, шулай итеп татар телен бергә сөйләшеп, бергә без сакларга тиеш. Татар телен белергә кирәк. Бу сорауда безгә президент та ярдәм бирмәячәк. Потому что мин булдым быел татар конгрессында Казанда. Иң зур сүзләр и президент чыгышында да татар телен белергә кирәк, татарча укытырга кирәк. 2 ай үткәч бу конгресстан соң. Чара юк. Балта чара юк. Татарстанда иң үрәнергә тиеш җирләрендә татар теленә закон принимать ителәр, опять через там генеральную прокуратуру и так далее. Татар телен үз теләгең белән можешь укырга. Моңа чаклы там отнасына 3-4 сәгать кергән икән, аны 2 сәгатькә кишерделәр, әзләнделәр. И үз теләгең белән, татар яшьләренә нәрсә әйтергә кирәк? Безнең үзебезнең телебезнең киләчәге үзебезнең халыктан гына тора. Беренчедән татар яшьләренә үзләре укырга тиеш татар телен, өйрәнергә тиешләр үзләре. Самообразование белән. Семьяда, дус-ишләрен белән и так далее. Дорогая моя татарская молодежь, я считаю, что вообще язык, родной язык, это очень важно для каждого человека и для каждой нации. Язык это как красивое лицо того места, где ты живешь, и, наверное, красивое лицо твоего сердца. И поэтому очень важно его знать, нести его, где бы ты ни жил, в какой бы ты стране ни жил. И чем больше человек знает языков, тем лучше. Какой я вижу способ сохранения языка вне, допустим, своей республики, это, конечно, музыку и культуру. Потому что через песни гораздо легче учить язык, через песни гораздо легче и другие народы приобщать к своему языку, потому что музыка – это интернациональный язык, и когда через музыку красивыми словами вашего языка выражаются лучшие чувства вашего народа, это может трогать и сердца других людей. Поэтому я считаю, что песенная культура, поэтическая культура очень бы помогла сохранять ваш язык за пределами Татарстана. Менә хәзер бу реалиялардан чыгып, безнең татар штабы ищуда ныграк тырышырга тиеш, ныграк яшьләр белән сөйләшергә тиеш.
күбрәк мероприятиелар үзгәртергә тиеш. Без татар теленең матурлыгын, иштәлеген, шуны күрсәтергә тиеш. Татар телен кеше яратсын, яратып сөйләшсен аның белән. И туганте, и матурте, әткәмән кәмнән теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Друзья, моя история очень интересная. Вообще, мир я познал не благодаря татарскому языку. Вот. И для меня сейчас открытие татарского языка, вот уже по истечении, скажем так, лет 5 более углубленного и плотного изучения, является вторым открытием в мире. Потому что чем больше я узнаю об этом языке, и чем больше я его учу, тем шире открывается мне восточная сторона полушария. Я знакомлюсь не только с культурой нашего народа, татарского, но и с народом, скажем так, всей Азии, Турции и другими тюркоязычными странами, относящимися к Кыпчакской группе, языковой группе, куда входит татарский язык. Сейчас очень остро стоит вопрос, как сохранить свой язык. Безусловно, язык является частью сохранения вообще самой нации, сохранения своих корней, а это значит сохранение своей культуры и сохранение частички своего «я». Есть идея, как сохранить язык, она не нова, она известна. Возможно, ее уже пробовали делать, но не осуществляли еще, может быть, действительно так плотно. Скажем так, у меня есть опыт иностранного языка, в частности, американского. Именно американского. Потому что я этот язык выучил на своем уровне, достаточном, чтобы объясниться или понять носителя этого языка в американской семье. Где я приходил в семью, и мы были также 20 других ребят русскоговорящих, и мы 2 часа говорили только на американском языке, изучая и русскую, и американскую культуру. Значит, подобным образом есть клубы испаноязычные, французские, франкоязычные, английские, где люди приходят, независимо от того, являются ли они носителем этого языка, или они хотят просто выучить, и они общаются только на этом языке. Одно из самых важных условий, пожалуй, даже в принципе самое важное. Вот, чтобы, то есть образуется клуб, где есть носители, и где есть те, кто хотят выучить язык. Встреча проходит, к примеру, около 2 часов, она не затянута, сжата. И за эти 2 часа берется какая-то тема, есть, соответственно, ведущий человек, он очень хорошо владеет языком, и люди общаются только на татарском языке. Вот. И таким образом, по своему примеру скажу, что через полгода, если каждую неделю посещать хотя бы по одному занятию, человек уже может, у него снимается очень сильно барьер, и он может уже на бытовом уровне легко и просто объясниться. Вот мое предложение ситуации.